определенные условия гарантии, безопасности и договоренности по другим деталям тоже. Если иметь в виду также перспективу двусторонних связей между Арменией и Турцией, то здесь гораздо больше вопросов возникает и угроз тоже по части экономической безопасности. Насколько экономика Армении готова к экспансии турецких товаров. Я думаю, что это отдельная тема для дискуссий, но в первую очередь власти должны представить свои расчеты, которые они не сделали до сих пор. В случае открытия границы между Арменией и Турцией, каковы могут быть возможные прибыли, доходы и убытки, потери с армянской стороны. Я думаю, что прежде чем говорить об открытии границы, я знаю, что глава правительства Армении пытается всячески делать все возможное, чтобы удовлетворить требования турецкой и азербайджанской сторон, но в первую очередь мы должны учитывать интересы, национальные интересы экономики Армении. Всегда коммуникации, альтернативные дороги, они нужны, смотря кто использует и в каких целях. Я думаю, что политика должна уступить свое место прагматическим целям и подобными, конечно, транспарантами или, я не знаю, логотипами. Я бы не советовал делать перевозки через территорию Армении, потому что я сам не очень положительно отношусь ко всему этому и торопиться в межнациональных отношениях, говорить, что проблема разрешена и мы можем уже дружить с азербайджанской стороной. Я склонен, конечно, к мирному существованию, но не должны кривлять душой и идти против правды. Я думаю, что не надо забывать о том, что в Армении живут 120 тысяч, более 120 тысяч репатриантов из Арцаха. Этот вопрос далеко не решен. Хотим мы этого или нет, вопрос Карабаха не закрыт. И вопрос